Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Новости не очень хорошие, вернее ужасные. Сегодня мы расскажем вам историю любви и собачьей верности. Жили на окраине Якутска две собаки, Дружок и его подруга Коза. Так ее называли. Они были неразлучны, везде и всегда были вместе. Их навещала и подкармливала одна добрая девушка. Хвостики заботились о чужих щенках, любили детей, любили встречать детей из школы, чтобы пройти с ними до дома. Они биркованные, значит стерилизованы, значит прошли через ППЖ, выжили и радовались жизни на свободе, радовались солнечным денькам, купались летом в водоеме. Было беззаботное время, и они были счастливы вместе. Чему сладкий? Чему сладкий, да? Дружок. Дружочек. Эй, кто это идет? Бежит, несется. А? Кто это несется? Козюля моя? Козюля моя? Ай, козюля. Да все, не морай меня. Пошли. Ой. Ай, красавец. Ты мой красавчик. Дружок. А, дружочек. Собачка. Дружок. Коза. Марта. Ну, Дора купается. Да, Дарушка? В этом районе жили несколько собак. Двух из них мы забрали еще зимой, в Новый год. Это Мышка, которая давно в семье, и Каспер, который на передержке. Так вот, Дружок был самым большим, добрым, покладистым, всегда счастливый, бежал к добрым людям и той девушке, что их опекала. У Козы тоже был свой опекун, старый дедушка. Иногда он даже брал ее на дачу. Потихоньку жизнь шла своим чередом. Дружок. Ай, дружок. Ай, дружок. Ай, козюля. Мои сладкие. Вот такая красотка. Какая красотка. Вот такая красивая собачка ищет дом. Такая красивая собачка, да? Такая красивая девочка, да? Девочка такая красивая. 26 октября 2022 год. Якутск. Кирзавод заводская. Убивают собак дротиками.
Осторожно, осторожно. Средь бела дня. Дам еще одна собака. Массовые убийства. Массовые убийства животных средь бела дня. На нем я, правда, не нашла. Ну, мог на него упасть. Могли же На попасть той куда стороне, угодно. Может быть, на той стороне. Вот у него, видишь, кровушка здесь. И вот тут кровушка. Якутск, город, администрация, мэрия, жилкомсервис убивают животных средь бела дня. Убивают жестоко, с использованием. Дротик. Не трогать, а собаки. Нет. Первый раз в него стреляли полгода назад, но откачали, спасли, ведь он же большой, справился. И вот снова жизнь на волоске. И снова девушка, его опекун, случайно увидев, успела довести до клиники бездыханного, но снова откачали. Пока прятала его после клиники в подъезде, в это время дротик долетел до его подруги Козы. Снова отстрел. Козу, добрейшую, вдумчивую, нежную собаку спасти не смогли. Так закончилась история двух дружных, безобидных, умных, добрых собак. Убийцы получили за это зарплату. Девушка не находит себе места, рыдает и пишет, что умерла вместе с собакой. И просит спасти хотя бы дружка. Очень просят за этого парня. Дружочек мой. Где мой шлёдки? Так, прячемся в подъезде. Да. Ну ты ж мой сладкий. Убили подружку твою, убили. Убили. Дружок. Дружок, дружочек. Какой дружок. Якутск. Собаку отравили. Никакое 27 октября. Собака лежит, капается, но осталась жива. Были судороги, вот вовремя как-то приехали. Билибина 47/13. Вот собака только что бегала живая, минуту 3 назад упала. И, как видите, умерла. Для того, чтобы спасти хотя бы дружка, нам нужна группа финподдержки, финкураторов. Друзья, откликнитесь, и мы привезем его. Он будет спасен.